Здравствуйте, компания Прогресс Авто. Сегодня у нас краткий обзор моноприводного трактора Kubota L2002M. Кратко по его состоянию. Появился он у нас в продаже. Состояние шин достаточно удовлетворительное передних. Есть небольшие микротрещинки на верхнем слое, но это абсолютно не критично, от солнца появляется в условиях хранения. Задние шины Bridgestone японские. Износ просто минимальный, то есть они почти как новые. Никаких микротрещин, вообще ничего на них нет. Шины очень хорошие и, в принципе, замена, скорее всего, не потребует весь срок эксплуатации. Конечно, в зависимости от того, как долго и как обильно использовать его будете. По навесному устройству трехточечная навесная система. Видно, что на быстросъемах, то есть здесь опять также шплинты, пальцы, и очень быстро фреза снимается. Фреза в комплекте с ним достаточно интересная, с датчиком под электрическую регулировку наклона. Состояние ножей на фрезе уже умеренное БУ, то есть скоро они потребуют своей замены, конечно же, но тем не менее работать еще можно. Со второй стороны шина задняя также в превосходном состоянии. Очень жирная резина, конечно, на нем. Передняя шина такая же, в принципе, как и с правой стороны. Микротрещины небольшие, но ничего критичного нет. По виду его с другой стороны то же самое абсолютно. Трактор достаточно симпатичный. Теперь перейдем на водительское место. Посмотрим, что здесь у нас есть. В принципе, все здесь стандартно, конечно же. Тахометр, температура, количество топлива. В принципе, все остальное, как и обычно у всех тракторов, то есть указатели поворота, сигнал. Здесь у нас есть переключатель передач, достаточно интересно, с куботовской эмблемой. Вал отбора мощности, повышенные, пониженные передачи здесь. Регулировка уровня наклона навесного устройства здесь у нас по правой стороне от водителя. В принципе, это все в этом тракторе, то есть достаточно трактор простенький, но при этом цена у него оправдана также небольшая. Наработка у него 653 моточаса, то есть здесь по наработке никаких вообще вопросов. Наработка достаточно маленькая. Давайте посмотрим под капотом. Под капотом мотор в родной краске. Видно, что пыль есть, но тем не менее он весь сухой. То есть здесь по мотору вообще никаких нареканий с трактором нет. Все целенькое, все сухонькое, все прям очень хорошо, чистенькое. Так что приезжайте, смотрите. С удовольствием вам покажем и расскажем все об этом тракторе уже вживую.